Инспекторы начали проверку с бишкекского ресторана «Бермет Пэлас», где как раз проводилось мероприятие на 200 человек. Сам же владелец, отмечая, что ресторан и так не работал 5 месяцев, уверил инспекцию в соблюдении всех санитарных норм и социального дистанцирования. Он отметил, что в случае закрытия заведения без работы останутся свыше 100 человек. Ну вы тоже поймите, у меня работают люди, которым нужно кормить семьи. Я 6 месяцев держал их, просил не увольняться, но так продолжаться не может. Дайте предупреждение, и мы исправим все неполадки. Но людям тяжело, правда. После долгих трений надзорные органы выписали штраф на сумму 3000 сомов и предупреждение. Последующий уже бізге каптал, даже досудебное производство жүріп, она уже генкисін сот шешетін. Подобные заведения во время карантина работают скрытно, не привлекая внимания общественности. В ходе рейда были проверены несколько кафе, ресторанов, расположенные в Ленинском районе Бишкека. В отношении владельцев, нарушивших закон и требования республиканского штаба, был составлен протокол. Однако мало кого это останавливает. Такое халатное отношение частного сектора может привести к ухудшению эпидситуации в городе. Ведь это не первый случай, когда в ресторанах собираются порой до 300 человек, пренебрегая своим и здоровьем близких людей. Никакого вывода нету со стороны предпринимателей и со стороны наших граждан города. То есть сегодня мы были свидетелями проведения вот таких мероприятий поминальных, да, с участием даже до 300 человек. А это говорит о том, что идет большая контагиозность между людьми. И это чревато завтра, значит, тяжелыми последствиями. Напомним, с 11 сентября при повторном нарушении санитарно-эпидемиологических требований будут возбуждаться уголовные дела. Соответствующий приказ подписал вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов. Все объяснили, также ознакомились с постановлением правительства, которое было выпущено от 17 марта, если не ошибаюсь, 2020 года. Ознакомили, и в принципе все отнеслись с пониманием. Эти рейды у нас будут продолжаться. Еще пока точно не могу сказать, но завтра, послезавтра, соответственно, уже будет и дальше идти. Как подчеркнули, вышеуказанные меры действуют улучшению эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек и обязательны для всех, независимо от форм собственности. Мирлан Маматалиев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.